Судьба у Карабаха нелегкая, но я надеюсь, что я надеюсь, что она будет. Я надеюсь, что будет найден какой-то приемлемый для народа Карабаха вариант. И этот вариант не будет военным. Я думаю, что... Я, конечно, честно говоря, далек. Я никогда и не был. Должен был как-то поехать в Карабах. Хочу, но не получилось. Но я, в общем, ценю в себе вот эту ветвь, этот корень. Мой род действительно... Ну, я тут вот прочитал, что мой род, собственно, Арцах был... Мой предок был основателем государственности карабахской. Хусейн Мелик Шахназар, я целую в Армении, кстати, мне книжку подарили, там целая. И там, в общем, впрямую, что вот мой род, вот мой предок был, собственно, основателем государственности карабахской. Еще когда он был в составе Ирана, в составе Персидской империи, ведь Карабах долго был. Но он был как бы полусамостоятельный всегда, он не был никогда, так сказать. Поэтому как-то для меня это важно, я очень так слежу, и мне нравится, и я знаю, что Карабах какой-то необыкновенный, что действительно люди там необыкновенные. Я очень так это и много от отца рассказывал. Но у них еще был, у них же дом был еще в Шуше, они же из Шуша, Шуша это их родовой город их. И Шуша, округ Ветверанда. И у него папа еще рассказывал, как он ездил. У них дом еще был там, но он был, правда, его сожгли турки в 19 году. Они заходили в Карабах тогда. И, значит, говорит, очень большой, хороший дом был. И там была какая-то роскошная библиотека у них. И у отца какие-то воспоминания такие очень интересные были, да, про Карабах. И в этом смысле, конечно, для меня Карабах не чужое место. Я повторяю, главное, чтобы не было войны, чтобы не умирали ни армяне, ни азербайджанцы, и, так сказать. И если не можешь решить вопрос, то лучше оставить его потомкам. Пусть они решат через там 30-40 лет. Мне кажется, это будет более правильно.